2 года назад они меня звали в свой туристический отдыхный лагерь в Астрахани. Ну, я думал, что поеду, но так прямо в Сталина ехать в Астрахань вроде немножко слишком скучно и быстро. Думал, еду сперва север, Архангельск, а потом Астрахань. Звучит красиво, Астрахань и Архангельск. И тогда могу сказать, что я ездил через Россию вдоль и поперек почти. А вот поэтому я сперва на север ехал и не жалею, тут очень красиво. Красивые места. Понравилась природа? Да, Архангельская область, там эти дома, стройки. И вообще, как люди живут, что особенно люди, что везде это доброжелательное. Это я уже раньше знал. Я же служил в советской армии, я и там познакомился с русскими уже. И уже прошлый год меня столько помогали на дороге, на старые УАЗики, это не шутка так проехать такой длинный, 27 тысяч километров тот раз проехал. Мне помогали его ремонтировать, как и здесь сразу пришли на помощь. Люди встретили на краю города уже. То есть УАЗик сломался в Сыктывкаре или? Ну, УАЗик не так уж легко ломается, но надо подтягивать отсюда, оттуда немножко подремонтировать, смазать. Это не западная машина, что едешь там 20 тысяч и тогда это закончишь на обслуживание. Это надо каждый день что-то потянуть и надо, чтобы слух какой-то у тебя сохранилось еще, чтобы глаза видели и нюх был, что это на старой машине надо все иметь, быть на чеку. А машина хорошая, она стрясет немножко много, но это мы привыкли. Ну а почему тогда УАЗик? Почему нельзя было взять какой-нибудь иностранный джип хороший, чтобы он каждый день не надо было подтягивать его? Во-первых, у меня джипа современного нет, у меня Шкода, который по асфальту, по ровной дороге ехать. Я примерно знаю, что меня ждет. Это Шкода не для таких дорог. А главная причина, я хотел через Россию ехать на русской технике. Это тогда чувствуешь действительно. Это Россия. То есть прочувствовать весь дух, да, хотите? Ну, дух понять, это тяжело. Раз уже спросили, это не понять. Прочувствовать всю Россию, всем телом, всей душой, да, и на русской машине по России поехать. Да, так я думал. И думаю, что будет успешно и этот рейс. Уже Архангельске мне помогали там уход с машины сделать. Ну, это не обязательно было, но на всякий случай надо проверить. Завтра поедем на Воркуту. К сожалению, поездом туда. Летом на машине не проехать, говорят. То есть все-таки машиной не будете пытаться ехать в Воркуту? Ну, УАЗик не для такого. Там зимой надо ехать, а зимой холод. Я зимой не люблю кататься на машине, на УАЗике. То есть до Воркуты поездом, потом вернетесь в Сыктывкар? Да. И куда дальше? Вот дальше один поеду опять. Постараюсь найти такой маршрут, куда ваши едут с 30-го. Какой-то интересный маршрут. Если я начало найду, откуда это пойдет, это ряд, тогда, может быть, они маленькие, вроде навигатор не берет. Я с навигатором, помощью навигатором езжу. А в навигаторе нет их, да, этих Навигатор пунктов? у меня есть, а там такие маленькие поселки. Я не ищу отеля. Найду хорошее место, где поменьше комаров и так далее, тогда стану. Или парковки большие, где эти фуры называют. Там немножко безопасно вроде. Да я не знаю, безопасно или нет, но в общем, для людей там больше нравится. И сплю, у меня примус есть, могу
что угодно варить, но я кроме кофе и чая мало что варю. Обычно в обед я где-нибудь борщ кушаю, борщ мне нравится. То есть еда тоже русская. Да, борщ или солянка или что-нибудь такое. А утром крепкий кофе, вечером чай и спать. Как в Дальний Восток ехал, там дорога прямая, там ехал длинные дни, 2 раза 1000 километров в день ехал. Здесь, конечно, меньше. Тут, ну, надо искать дорогу, и дороги, может, тоже не такие, тут зимники были. Да. Но все равно 500 километров в день последний вышли опять. Но машина, конечно, сделана, чтобы легче было водить. Тут усилитель руля, усилитель тормозов. Тут могу посмотреть, сейчас на улице 26 градусов тепла. А кондиционер есть? Кондиционер есть, если эти окошки откручу, тогда кондиционер будет. Советский кондиционер. Да. Здесь сюда навигатор крепится. Это навигатор в моей жизни, я на всякий случай снял его. Ну вот и кондиционер немножко есть. Это дует, если надо.